борьба с фашизмом, победа над фашизмом. Это все сейчас актуально. И, не знаю, такие вот чувства очень и грустно, и тепло, и трепетно, и все вместе. Все вместе. Потому что великой ценой достали эту победу, добыли эту победу. И сейчас мы на главной площади страны находимся, где памятник неизвестному солдату, где памятник маршалу Жукову. И вся эта атмосфера, конечно, очень сильно и воодушевляет, и какую-то определенную ответственность, что ли, накладывает. Мощно. А грустно почему? Грустно, потому что я бы хотел, чтобы мой дед, наверное, увидел это все. Очень хотел бы. Ему, к сожалению, он дошел до Берлина, но до Красной площади так и не дошел. Вот за это, наверное, обидно, грустно. Я хотел бы, чтобы он это увидел своими глазами, что его потомки продолжают его дело. Вот позывной Сейн, наше секретное оружие в центре Москвы на праздник на 9 мая. Сейн, скажи о своих ощущениях. Да, все хорошо. Поздравляю всех наших ветеранов с Великим Днем Победы. Как и тогда, победа будет за нами. Лаконично, как всегда, от Сейна. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.